Здравствуйте, уважаемые телезрители канала ОТВ. С вами я, Игорь Антипов, и моя коллега Александра Накипова. Сегодня мы с вами станем свидетелями исторического события. На Сахалине впервые проходит первый дальневосточный Сабантуй. Сабантуй – народный татарский и башкирский праздник, праздник плуга. Он означает окончание весенних полевых работ и ожидание урожая. Чтобы его отметить с размахом, на Сахалин прибыли делегации из Татарстана, с Камчатки, Магадана, Якутии, Приморского края, Еврейской автономной и Амурской областей. Программа Сабантуя обширна. Это и проведение шествия делегации татар, концерт профессиональных артистов, тематические конкурсы, выставки, ярмарки, а также спортивные забавы. Сегодня всех научат делать татарскую сладость чак-чак. Можно будет также бесплатно отведать и татарский плов. И все это для островитян при поддержке правительства области организовала Сахалинская национально-культурная автономия татар. Ну, а теперь давайте окунемся в атмосферу народного праздника. Уважаемые сахалинцы и гости островной столицы, начинаем праздничное шествие первого дальневосточного Сабантуя. Сабантуй – любимый праздник татарского народа, наполненный традициями, яркими событиями, особым колоритом. Открывает шествие повозка, оформленная в национальном стиле, на которой едут ветераны и дети. За ней следует группа юноармейцев. Это юные патриоты своего края, активные молодые люди, будущее страны. Их колонна пестрит разноцветными флагами. Колонну почетных гостей представляет делегация правительства Республики Татарстан и исполкома Всемирного конгресса татар. В составе делегации Зайнаб Фархуддинова, народная артистка Республики Татарстан, представитель исполкома Всемирного конгресса татар из города Казань. Зуфар Билалов, народный артист Республики Татарстан. Представитель Министерства Республики Татарстан. Гульгине Каримова, журналист Республики Татарстан, поэтесса. Култубаев Валерий Шаукатович, Хабаровский край. Никонов Георгий Дмитриевич, Республика Якутия. Раис Рахматуллин, Нижний Новгород. Радмир Габдуллин, Московская область. Гинатуллина Тагира Гаптуловна, Камчатский край. Приветствуем региональную национально-культурную автономию татар в Сахалинской области. Это более 3000 сахалинцев из 7 муниципальных образований. Руководителем автономии является Закия Валитова. Спать, а хочется петь и петь. Чайка над морской волной, не угнаться за тобой. Вслед за чайкой я лечу, быть счастливой существуют моря, чтобы забыть печаль. Чайка над морской волной, не угнаться за тобой. Вслед за чайкой я лечу,
Сахалине. И лес, и нефть, и газ. Циклоны и тайфуны не пугают нас. Наш край любимый, он один, такой неповторимый Сахалин, где волны бьются о скалу и рыбы плавают по дну, чайки пронзительно кричат, как будто мне сказать хотят. Он красив, прекрасен, молод, окружен водой со всех сторон. Наш остров Сахалин, один же он такой.
нужно кем-то стать. Когда я вырасту, то обязательно стану знаменитым художником. С чего ты решил? Каждый раз, когда мама отсылает краску с моей одежды, так и говорит: ах, Леонардо, ты мой да Винчи. И что же, ты будешь, как он, писать портрет Моны Лизы? Да нет, я буду рисовать пейзажи, картины своего любимого края. Ну как получается? Еще как! Я подарю вам свой этюд. Жизнь в деревне, принимайте. Yımqaqlarım, minim nəni yelaqlarım. Əydə yaşıl şirəm qəsiz, ləpləşig istirəm qəsiz. Əydə yaşıl şirəm qəsiz, ləpləşig istirəm qəsiz. Ay minim şibilərim, ay minim şibilərim, ay minim şibilərim, ay minim şibilərim. Minim sigən nənilərim, şip şip şibilərim, şip 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 şibilərim. Yımrayım şaq yımqaqlarım, minim nəni yelaqlarım. Nitelisiz min birəmin, su birəmin, jim birəmin. Nitelisiz min birəmin, su birəmin, jim birəmin. Ay minim şibilərim, ay minim şibilərim, ay minim şibilərim, ay minim şibilərim. Minim nəni yelaqlarım, şip şip şibilərim, şip 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 şibilərim. Yımrayım şaq yımqaqlarım, minim nəni yelaqlarım, şip şip şibilərim, şip 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 şibilərim. Yımrayım şaq yımqaqlarım, minim nəni yelaqlarım. Attenti al matto! Tu pure sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono colpi di colei stofanti di là, 1000 topi tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai, giusto? Con tanti galli che cantano, troppe galline rispondono, e se i piccioni spariscono, tutte le papere piangono. E se domani pure tu, ragazzo mio, vedi un'aquila lassù, tu vai con le gambe che hai in un posto che sai dove lei non può arrivare mai. C'è una tigre dietro il cespuglio che aspetta là dove passerai. Non andare finché il gallo canta, il gallo che canta non ci casca mai.
Народное гуляние не обходится без ярмарок. Этот праздник не исключение. Площадка «Город мастеров» многонациональная. Здесь представлены изделия декоративно-прикладного искусства народов России. Все с национальным колоритом. Кстати, не только татарским. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, что у вас здесь интересного такого? У нас тут домовые. Изготовили, да, мы сами. Вот такой вот домовой вот для дома. Вот такие вот у нас девочки красивые, посмотрите. Вот такие. Ну, так я не буду заднюю часть показывать, она вот смешная там немножечко. Ну, все это приготовлено, конечно, своими руками. Рядом с эксклюзивными игрушками украшения и для себя любимых, и для дома. Тоже ручной работы. Кто-то просто любуется и удивляется их красоте, а кто-то приобретает. Гостья Сабантуя 2017 Анна Аносова сама увлекается рукоделием. Одна из работ мастерицы понравилась ей настолько, что девушка решила ее купить. Теперь у нее появился маленький хранитель спокойствия. Я взяла домовенка. Вообще работа очень интересная, вот как бы это все кропотливо, это красиво. Я сама как бы очень этим заинтересована, тоже в дальнейшем хочется тоже что-то такое делать. Вот, поэтому вот меня заинтересовало это. Прилавки рукодельниц собирают сотни поклонников. Лавки пестрят самодельными оберегами из дерева, бусами, брелоками, браслетами из камня. Внимание модниц притягивают изящные шляпки и платки, сделанные по технологии валяния шерсти. А дети не отходят от столов с игрушками и сладостями. Младшие еще не совсем все понимают, а старшим очень нравится. Все очень организовано, все культурно, достаточно много всего в ассортименте. Можно все посмотреть, все увидеть, купить, все доступно. Разумеется, не обошлось и без виновников торжества. Это татар-базары, ярмарка блюд национальной татарской кухни. Отведать на празднике можно было не только бесплатный плов, но и сладости. Этот хворост Роза Вахитова приготовила сама и обещала раскрыть секрет рецепта. Роза Вахитовна, здравствуйте. Здравствуйте. Я этот хворост пеку уже очень давно. У нас было 8 человек детей, всем делали свадьбы, и я им всем пекла. На одно яйцо неполную ложку сахара нужно положить и хорошо взбить. Ну, конечно, хорошо положить ложечку коньяка можно. А прямо напротив продовольственной, так сказать, палатки находится стол, где проводят мастер-класс по росписи деревянных ложек. Привет, как тебя зовут? Настя. Настенька, скажи, пожалуйста, что ты делаешь? Я рисую. Я нарисовала сердце. И еще я нарисовала цветок. Кроме собственных фантазий, в рисунок юная художница добавила татарский национальный орнамент. По эскизу, конечно. Его на ложке нанесли заранее. Ребятам оставалось лишь его разукрасить. Эту площадку организаторы именовали домом имени Габдуллы Тукая. И пока одни знакомятся здесь с традиционными предметами быта татарского и башкирского народов, остальные гости продолжают смотреть концертную программу первого дальневосточного Сабантуя. Предлагаю и нам вернуться на главную сцену праздника. Hayırlı gün, kadirli dostlar, muhterem kardeşler, donlu Sabantuyumuzun hürmetli konakları. Irak oralardan beylenbe deyip kelgen tuğanlarımız, yakdaşlarımız, halkımızın uluları, dertli yaşları, ilhamlı balaları. Sahalindağı birinci Irak gün çıkış Tatarlar Sabantuyuna rahim itigiz. Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня собрались на гостеприимной Сахалинской земле на первый дальневосточный татарский народный праздник Сабантуй 2017. Этот праздник надежды и любви к земле. Праздник интернациональный, символизирующий не только окончание весенних полевых работ, но и духовное единство представителей всех национальностей, живущих в нашей области. Это массовый, красочный и увлекательный праздник Сабантуй! Саумы июль Сабантуйлары, саумы Сабантуйлы кең майдан. Менә шулай матур яшәгез дип җыйдык без сезне яңадан. Бәйрәмнәрнең тажы Сабантуйлар, бүләк безгә бөек Худайдан. Бу тормышның бөтен матурлыгын, горурлыгын саклый бу мәйдан.
Что на свете есть милее края, где ты рос и начинал свой путь? Ничего мне не надо другого, только б запах сена лугового, скошенного мной самим вдохнуть. Вся в холмах и даль родная, за волною синяя волна. Ничего другого мне не надо, только светом дружеского взгляда жизнь моя была озарена. И туган тел, и матур тел, әткәм, әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Бу бийек Тукайыбызның шигырен һәм әлбәттә җырын җырламыйча бүген булдыра алмабыз. Мөхтәрәм тугандар, кунаклар. Дорогие друзья, Габдулла Тукай – великий поэт татарского народа. Произведения Тукая чтят, любят и ценят по всему миру. И сегодня исполнить песню на слова Габдуллы Тукая и Тугантель о родной язык на сцену приглашаются почетные гости, артисты, приехавшие специально на этот замечательный праздник из далекого Татарстана, из Республики Татарстан. Дорогие друзья, встречайте, пожалуйста, наших гостей из Республики Татарстан. Поем все вместе гимн татарского народа и Тугантель, и Матуртель. О мой родной язык. Хөрмәтле кунаклар, рәхим итегез. И Тугантель, и Матуртель, dünyada күп нәрсә белдем, син Тугантель аркылы. Dünyada күп нәрсә белдем, син Тугантель аркылы. Игерек бу тел белән кәтмишектә тирәгән. Аннары көннәр буе хәптән хикәят сөйләгән. Аннары көннәр буе хәптән хикәят сөйләгән. И Тугантель, сине вакытта ярларың белән синең кечкенәләр аңлашырга шатлыгым, байлык минем. Кечкенәләр аңлашырга шатлыгым, байлык минем. И Тугантель, синдә булган игелек кылгандырам. Ярылмадыр дип үзем һәм әткәмәгәрне кылам. Ярылмадыр дип үзем һәм әткәмәгәрне кылам. Бик зур рәхмәт, дуслар. Итак, начались главные состязания по национальной татарской борьбе. Куреш. Борьба на поясах – неотъемлемая часть сабантуя. Итак, заявилось порядка 30 батыров. Это не только сахалинцы, но и представители материка. Главный судья, покажите активность. Оцените действия. Спортсмены, боец с красным
Ушаков, Оганов, Бигзат, кандидат мастера спорта по греко-римской борьбе. Чемпион Сахалинской области по смешанному боевому единоборству 2016 года. Чистая победа. Поединок длится 4 минуты. Основная задача борцов заключается в том, чтобы своего соперника уложить на лопатки. Ну, это мне напоминает в некой степени нашу греко-римскую борьбу. Схватка преимущественно протекает за счет силы рук и корпуса. Правила абсолютно простые и понятные. За это Куреш и получил всенародную любовь. Я сам молодцы занимался этим спортом, куражем. Сейчас они, молодежь борется тоже по правилам, а там только сильнее спина и руки. Кто занимался на этим, он побеждать может. Ведущий спортсмен Сахалинской области – это у нас Рустам Дудлин. Несмотря на юный возраст, ему всего лишь 17 лет, на протяжении 3 лет он выступает в категории мужчины и показывает наилучший результат, всегда завоевывая 1 место. Также из лидеров можно отметить Айдара Алиева, Канада, представителя киргизской диаспоры. Он является мастером спорта как раз по национальной киргизской борьбе кореш и кандидат мастера спорта по греко-римской борьбе. Рэпли быстрее, ковер нагревается, у нас впереди еще грэпли. Грэплеры собрались вокруг ковра в ожидании победы. Чистая победа! Для тебя сегодня соперников здесь нет? Ну, есть. Нельзя сказать, что я самый лучший. Есть самые лучшие ребята. Ну, ребята какие? Вот оцени их возможности. Насколько вообще с ними интересно бороться? Ну, для меня интересно с ними побороться. Как бы для себя, как бы оценить, я сильный или они сильные. Было бы хорошо, если на Сахалине такие бы были мероприятия, чемпионат. Ну, мы бы боролись все там. А готов передавать опыт, ну, к примеру, нашим русским мальчишкам? Я как бы не достиг такого уровня, что давай, ну, если придет возможность, да? Да, покажу, конечно. Напряженный момент. Чистая пресс. Зеленый пояс. А сейчас встречаем почетных гостей первого дальневосточного Сабантуя. Губернатор Сахалинской области Олег Николаевич Кожемяка. Мэр города Южно-Сахалинска Сергей Александрович Надсадин. Муфтий Дальневосточного федерального округа Ахмад Хазрат Гарифуллин. Представитель аппарата Кабинета министров Республики Татарстан, начальник управления культуры, развития языков народов Республики Татарстан Гульшат Радифовна Нигматуллина. Председатель областной думы Владимир Ильич Ефремов. Председатель городской думы Елена Анатольевна Столярова. Депутат областной думы Виталий Евгеньевич Гамилевский. Сопредседатель региональной национально-культурной автономии татар Сахалинской области, координатор первого дальневосточного Сабантуя в городе Южно-Сахалинский Закия Зиятдиновна Валитова. По традиции в России гостей принято встречать русским караваем. В Татарстане гостей угощает традиционным национальным блюдом чак-чак. Сегодня мы встречаем гостей национальными блюдами разных народов, проживающих в Сахалинской области. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Отведать.
Участников праздника приветствует губернатор Сахалинской области Олег Николаевич Кожемяка. И всем здесь. Добрый день, дорогие друзья! Я искренне рад приветствовать вас на этом замечательном празднике Сабантуй, который с каждым годом собирает все больше и больше жителей Южно-Сахалинска, других наших городов. И сегодня мы проводим с вами здесь, на Сахалинской земле, первый дальневосточный Сабантуй. Это удалось сделать, потому что на Сахалинской земле в мире и согласии живут все народы. Потому что из года в год, более 10 лет, мы с вами встречаем этот праздник. Это праздник будущего урожая, плодородия, благополучия, благоденствия нашей родной земли. Это праздник тех, кто трудится на земле, кто строит, кто работает в туризме, в сфере общественного питания. Это праздник трудовых людей. Это наш с вами праздник. И я от всей души поздравляю всех участников сегодняшнего праздника с этим замечательным событием. Хочу пожелать счастья, здоровья, успехов всем народам, представителям всех дальневосточных субъектов, а также Республики Татарстан, кто приехал поздравить нас с праздником, дорогие друзья! Спасибо огромное. Отдельные слова благодарности Закай Валитовне за ее многогранную работу, направленную на миролюбивое проживание и поддержание дружбы между всеми общинами, между всеми ассоциациями. Спасибо вам за то, что вы делаете, организовываете такие праздники, объединяете наше население, вносите значимый вклад в развитие социально-экономической области нашей. Спасибо. Слово для поздравления предоставляется мэру города Южно-Сахалинска Сергею Александровичу Надсадину. Добрый день, дорогие южно-сахалинцы, добрый день, дорогие гости нашего города. Я от всей души приветствую вас на этом замечательном празднике, который называется Сабантуй. Этот праздник уходит глубокими корнями в историю, этот праздник радости, этот праздник связан с окончанием посевных работ, этот праздник предвещает хороший урожай. И, безусловно, Южно-Сахалинск – это многонациональный, мультикультурный город. И поэтому все горожане чувствуют, что это и их праздник тоже. И по количеству людей, которые сегодня пришли на этот прекрасный стадион, мы видим, как востребован, как нужен такой праздник. Поэтому я говорю слова огромной благодарности организаторам этого праздника. Тем более этот праздник сейчас дальневосточным Сабантуем стал, первым. А отдельное спасибо организаторам Закие Валитовой и всем тем, кто принимал участие в этом торжестве. Ну а горожан я хочу поздравить с хорошей погодой, с хорошим настроением и всего вам самого наилучшего. С праздником! Слово предоставляется представителю аппарата Кабинета министров Республики Татарстан, начальник управления культуры, развития языков народов Республики Татарстан Гульшат Радифовне Нигматуллиной. Хайрлы күн, хурматлы милләттәшләр, кадерле дуслар. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости праздника, уважаемый Олег Николаевич, уважаемый Сергей Александрович и все гости, которые пришли на наш замечательный праздник. Татарстан Республикасы президенты Рустам Нургалевич Минниханов, Татарстан хөкүмәте исеменнән сезне ихлас күңелдән безнең мөбарәк Сабантуй бәйрәмендә тәбрик итәм. Разрешите от имени президента Республики Татарстан Рустама Нургалевича Минниханова, от имени правительства Государственного совета Республики Татарстан сердечно приветствовать на нашем любимом, родном празднике Сабантуй. Отрадно, что этот праздник сегодня проходит от самых дальних крайних точек нашей великой страны, от Сахалина и до Калининграда. Он охватил все регионы Российской Федерации и проходит более чем в 300 населенных пунктах Российской Федерации. Он поистине стал национальным праздником и объединяет многие народы, которые проживают в нашей великой России. Разрешите мне поприветствовать от имени президента Республики Татарстан и огласить приветствие в адрес участников Сабантуя. Уважаемые соотечественники, дорогие друзья, сердечно приветствую всех участников и гостей самого любимого праздника нашего народа Сабантуя. Всюду, где проживают татары, его празднование неизменно связано с обращением к нашим общим национальным истокам, самобытным традициям.
Именно здесь, на ярком праздничном Майдане, объединяющем представителей разных национальностей и вероисповеданий, раскрываются спортивные, песенные и танцевальные таланты, чествуются лучшие труженики. Отрадно, что сегодня Сабантуй стал местом взаимодействия и взаимообогащения культур, где можно познакомиться с богатым духовным культурным наследием татарского народа. Убежден, что нынешний Сабантуй станет заметным событием в жизни татар России и наших зарубежных соотечественников подарит всем возможность для активного отдыха и дружеского общения. Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра и благополучия. Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Миниханов. Итак, дорогие друзья, сейчас на ваших глазах произойдет передача символа первого дальневосточного Сабантуя 2017 Тулпар-Ат субъекту Российской Федерации, получившему право проведения дальневосточного Сабантуя в 2018 году Камчатскому краю. И на сцену приглашается представитель Хальфина Расимя Салиховна и вице-председатель татар и башкир Камчатского края Дуслык, лауреат всероссийских международных конкурсов, обладатель первой премии международного конкурса «Казанское полотенце-2016» Геннатольевна Тагира Габдуловна. Уважаемые организаторы и участники первого дальневосточного Сабантуя, позвольте от лица агентства по внутренней политике Камчатского края поприветствовать вас в этот замечательный день на празднике, ставшем доброй традицией не только для татар, но и для всех народов, проживающих в Российской Федерации. На протяжении веков татарским народом бережно сохранялись традиции предков и самобытная национальная культура. Позвольте от всей души поздравить организаторов и участников первого дальневосточного Сабантуя и пожелать успешного проведения данного мероприятия. Сабантуй и другие национальные праздники способствуют укреплению международного согласия в обществе, сближают людей разных национальностей на основе общих ценностей и убеждений. И пусть проведение дальневосточного Сабантуя станет доброй традицией на долгие годы вперед. Губернатор Камчатского края Илюхин Владимир Иванович и руководитель Дальневосточного агентства по внутренней политике Игорь Викторович Гуляев. Спасибо большое. Вот этот Тулпар-Ат передается Камчатскому краю, и мы на следующий год все едем на второй дальневосточный Сабантуй. Аплодисменты, дорогие друзья. Конечно же, желаем Камчатскому краю замечательно провести этот наш национальный праздник. Дорогие друзья, Сабантуя хозметтуя, шатлык хэм бәхеттуя, уйна биеп жырлап келеп, бәйрамити кен буе. Дорогие друзья, с праздником! С народным праздником Сабантуй. И я хочу, что именно весь этот стадион, все гости были у нас на Камчатке в 2018 году. Мы вас ждем на вулканы Камчатки. Бәйрәм белән. Рәхмәт. Дорогие друзья, первый дальневосточный Сабантуй 2017 года объявляется открытым! Фарид Файзрахманов, друзья, специальные из Казани. Встречайте, Фарид Файзрахманов. Саумасыз, исәпмесез, дуслар! Һәр кешенең гомерендә авыр чаклар буладыр. Шул мизгелләрне шар өчен дуслар канат куядыр. Салкын чакларда Uşak yağıp jılıkaş, Avırlıklar unuttular, Dostlar bilen jılıkaş. Yazmış ile sizip ussa, Sizem dostlar teregen, Jırmın bilen tutırmışı, Yakın dostlar yere Şaklarda durmayman
Ашқан шақлар болғанда достарым идетірек Айдағына яшасам да Яқын достарым керек Салқын шақларда тұмаймын Uşақ яғып жылыды қаш Ауырлықлар ұнытыла Достар білән жиылығаш Салқын шақларда тұмаймын Uşақ яғып жылыды қаш Ауырлықлар ұнытыла Достар білән жиылығаш Ауырлықлар ұнытыла, достар білән жиылығаш. Ауырлықлар ұнытыла, сізні білән көрешкен. Мы покинули дом Габдуллы Тукая, знаменитого татарского поэта, и пришли к башкирской юрте. Нас приглашают вовнутрь. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте познакомимся. Как вас зовут? Тамара Хальфеевна. Скажите, пожалуйста, что это за юрта такая? Юрта – это башкирская. Здесь у нас одежда татарская и башкирская. И быт это, чем они пользовались еще. Это раньше, сейчас уже никто не пользуется. В основном это посуда. Вся она ручной работы, равно как и сама юрта. Особые чувства у Тамары Абдуллиной вызывает детская люлька. В такой же колыбельке она многие годы назад убаюкивала своего сына. А на такой прялке в военные времена женщина вместе с другими мастерицами наплела километры нити, из которой сама же связала сотни носков для советских солдат. Руки до сих пор помнят технику работы с овечьей шерстью. Осенью идет на валенки, а весной идет на варежки. Носки, щелки, варежки, шерсть. Всегда идет, везде идет. Но вернемся вновь на улицу. Здесь продолжает пригревать солнце. Рядом с юртой выстроилась длинная очередь за традиционным пловом. Люди готовы ждать, ведь такого плова, который варят на открытом огне маститые кулинары, больше нигде не отведать. Погода благоволит и готовке, и отдыху на свежем воздухе. Асия Евсюкова приехала на Сабантуй из Ахи. Мы стараемся побывать на Сабантуй. Я родилась на Сахалине и никогда не была в Татарии, но язык мне дорог, близок, потому что я выросла в этой татарской семье, с детства знаю татарский язык, и поэтому я с удовольствием сюда прихожу. Мне это радует, мне это нравится, мне это, душевно. На праздник съехались не только островитяне. Принять переходящий знак первого дальневосточного Сабантуя прилетела делегация с Камчатки. В ее составе всего 2 человека, но они надеются, что в следующем году к ним в гости приедет гораздо больше сахалинцев. Такие мероприятия, такие праздники просто необходимы. Это является как бы мостом между всей страной и вашим островным краем. Это прокладывается мостик не только между материком и островом, это мостик между сердцами всех народов. Особенно это единение заметно во время выступлений участниц конкурса «Мисс Сабантуя-2017». Бок о бок на сцене собрались сразу несколько юных нимф разных национальностей. Они облачены в традиционные наряды, которые подготовили заранее.
Ну что ж, дорогие друзья, наш концерт продолжается, и сейчас на сцене народный ансамбль танца «Экзотика» исполняет для вас специально татарский танец. Рахим итегез, кызлар, егетлер. Татар халык уеннаре. Как тут не заговоришь на татарском? На самом деле так окрестили поле народных игр. А появились они без малого 1000 лет назад, представляете? Созданы так же, как сказки и песни. И прямо сейчас вы увидите бои мешками на бревне, бег с коромыслом, бег с яйцом, битье горшков, гонки ползунов. Очень хорошо, что именно на таком празднике люди могут познакомиться не только с музыкальным искусством, со спортом народным, да, спортивными состязаниями, национальными играми, но и с таким некогда
обыденным для женщин это носить воду коромысла. Тяжело, на горб давит, перевешивает на разные стороны, то туда, то туда. У кого-то даже вода. Да. То есть необычно так, да? Как-то до этого приходилось носить ведра? Нет, только в руках. Игры – это суть отражения разных сторон жизни данного народа, связующее звено веселья с деловой жизнью. Народные традиции, обычаи показываем татарского народа. И также, как нам завещали наши предки, дружить со всеми, уважать культуру всех народов. Поэтому мы рады сегодня. Посмотрите, все радостные, все улыбаются, все пришли, у всех праздничное настроение. Телеканал ОТВ продолжает трансляцию Сабантуя. И прямо сейчас предлагаю переместиться на основную сцену. Оставайтесь с нами. Добрый день всем. Федерация всех видов спорта и масс-рестлинга поздравляет вас с праздником. Ну а сейчас мы вам покажем пару нечеловеческих трюков и сверхвозможностей. Это 2 колоды карт. Начинаем. Дальше 2 двойные грелки, арматура 18 и арматура 16. Дорогие друзья, ваши аплодисменты. Евгений Борознанов, силач Сабантуя 2017. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерено, дайте коня мне да добрый меч. Ратью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по хатам, дайте коня мне да добрый меч. Было это, братцы, давным-давно, черные силы пришли войной, а мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рожали. Их 40 тысяч стараков, Русь не видала таких врагов, а мы не знали, не ожидали, жили, любили.
воевать. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерено, дайте коня мне да добрый меч. Разве пойдем до погони в ворога? Русь молодая, сердцу дорого, да не пристало нам сидеть пока там, дайте коня мне да добрый меч. Так в наши хаты пришла беда, жаркая сеча была тогда. А мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рожали. Ой, да неужто русская рать не постоит за родину мать? Били, рубили, ворога топили и победили черную рать. И засияло небо голубое, полная чаша мира до покоя. А кто пожалует к нам с войною? Дайте коня мне да добрый меч. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерено, дайте коня мне да добрый меч. Ратью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорого, да не пристало нам сидеть по хатам, дайте коня мне да добрый меч. Засияло небо голубое, полная чаша мира до покоя. А кто пожалует к нам с войною? Дайте коня мне да добрый меч. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерено, дайте коня мне да добрый меч. Ратью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорого, да не пристало нам сидеть пока там, дайте коня мне да добрый меч. Били, рубили, ворога топили и победили черную рать. И засияло небо голубое, полная чаша мира до покоя. А кто пожалует к нам с войною? Дайте коня мне да добрый меч. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерено, дайте коня мне да добрый меч. Ратью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорого, да не пристало нам сидеть пока там, дайте коня мне да добрый меч. Дайте коня мне да добрый меч. Дайте коня мне да добрый меч. Первый дальневосточный Сабантуй подходит к своему завершению. Сегодня его посетили сотни зрителей от мала до велика. Среди них были не только сахалинцы. Поучаствовать в празднике приехали и гости острова. В следующем году эстафету примет Камчатка. Второй дальневосточный Сабантуй пройдет именно там. На этом мы с вами прощаемся. С вами была Александра Накипова. Игорь Антипов. Хорошего вечера и до встречи на телеканале ОТВ.